Детский санаторий «Лозом» в Сыктывдинском районе будет перепрофилирован под лечение легких ковидных больных в случае дальнейшего роста случаев коронавируса. Сейчас в регионе развернуто 2200 коек, занято более 1500. Однако еще больше инфицированных находятся на амбулаторном лечении. Коронавирус добрался и до районов, где раньше ситуация была относительно спокойной. Какие меры уже приняты, а что нужно сделать каждому жителю Коми, дабы остановить инфекцию, знает Ольга Коняева. Осенняя волна коронавируса в регионе протекает сложнее, больше новых случаев и чаще в тяжелой форме. По сравнению с весной количество коек для ковидных больных в Коми нарастили в 5 раз. Но резервы не безграничны. На дому лечится больше 1500 пациентов с ковид. Их состояние может ухудшиться, а значит, нужны новые койки в больницах. Уже начал принимать нетяжелых больных госпиталь на базе лагеря «Гренада». Там 200 мест, и еще столько же планируется развернуть, если потребуется, в спортивной школе номер 2 Сыктывкара. Очередной запасной вариант – санаторий «Лозом» в Сыктывдинском районе. Главное опасение сейчас за районы, где статистика тоже поползла вверх. Когда начинают давать ЕМВА-9, ИНТА-9, Прилузия-9, Карткироз-7, то это уже опасно, потому что для них каждый день, если не дай бог по 9, это очень много, потому что это опять процент будет тяжелых. Поэтому, уважаемые главы муниципалитетов, снова теперь уже обращаюсь к вам, встряхнитесь, пожалуйста, и то же самое ужесточайте меры именно первичной профилактики. Контроль, отработка рейдов по общественным местам, по транспорту. На карантин закрыто село Майолдино Усть-Куломского района. 6 жителей оказались в больнице с внебольничной пневмонией, 2 в реанимации. Симптомы коронавирусной инфекции специально приезжавший в село терапевт обнаружил еще у 50 человек из 400 живущих в Майолдино. Предположительно, ковид завезли из столицы Коми, а массовое заражение могло случиться на прошедших недавно похоронах. По рекомендации Роспотребнадзора в селе введен карантин. Изоляция на дому всех контактных, запрет на въезд и выезд, кроме экстренных случаев и привоза продуктов. Проводится сейчас патрулирование сотрудниками полиции с тем, чтобы жителям Майолдина, им разъясняется необходимость остаться в селе, не выезжать без надобности за пределы этого села. Соответствующая же работа проводится с теми, кто планировал приехать в село, своим родственникам, знакомым. У нас закрыта начальная школа-сад. Дети, которые обучались в Уснемской школе, переведены на дистанционное обучение. По работе ФАПа, там есть медсестра на территории и экстренно вызван с отпуска врач из поселка Тимшер. Ужесточение ограничений в регионе не решит проблему, а только парализует экономику. Ковид не исчезнет, и наша новая реальность – это жизнь в соседстве с коронавирусом. Пока вакцина не дошла до регионов, самым простым и действенным оружием остается профилактика. Маски, перчатки, дистанция, дезинфекция. Именно такие меры помогут снизить рост заболеваемости. Все силы и средства здравоохранения мобилизованы полностью. 5 лабораторий ежедневно проводят 1800 исследований в день. Еще одна будет открыта в Ухте. Сейчас муниципалитет отправляет тесты в диагностический центр в Сыктывкар. Мы готовим еще одного врача-ординатора, бактериолога, который приедет к нам на работу. И на сегодняшний день у нас 2 специалиста, обученных по работе в ПЦР. И наши сотрудники прошли обучение. На прошлой неделе они выезжали в город Сыктывкар в такую же лабораторию и полностью прошли обучение по выделению COVID-19. Тестирование, медикаменты, транспортировка тяжелых больных в другие учреждения. На все регион тратит немалые средства. 230 миллионов – только последняя заявка на финансирование от Минздрава Коми. Медики работают на пределе. Выбывает часть персонала 65+. Они уходят на самоизоляцию. Часть сотрудников, как и обычные люди на больничном, в том числе с коронавирусом. На помощь уже привлекли студентов-медиков. Не дремлют и сезонные вирусы, и потоки ковидных пациентов не должны смешиваться с другими. Для лечения гриппа и тяжелых осложнений уже определены ДРБ, терапевтический корпус Эжвинской больницы. От гриппа привились 43% жителей Коми. Бесплатная иммунизация возобновится в ноябре, когда поступит 2-я партия вакцины. Ольга Коняева, телеканал «Юрган».